Так, слышь, нормально у тебя тут гирлянды, да? Да. Огонь. Отлично вообще. Кушай. Рыбу ест, да, нормально? Только рыбу ест. Она ждет. Я с рыбалки приеду, начинает орать сразу. Ешь, ешь, ешь. Что, ребят, вечер, занимаюсь рыбкой. Вот сороги. Сороги, ребят, вот виски, вот сорога. Конечно, да, здорово очень. Также обрабатываю, снимаю чешую. Свежая рыбка, конечно, надо обрабатывать сразу, но она и лучше обрабатывается, во-первых, чистится лучше. Обязательно вода, чтобы была, не сохла рыба. Ну и домой привезти, конечно, полдела уже сделано, 70% я имею в виду. Ну то, что, допустим, я потом буду промывать еще, там пленки, может, какие-то я оставлю. Ну уже когда на стол будем ложить, естественно, достали там десяточку, то уже все, немножко там поковырялся, почистил и все. Возможно, коптить буду. Когда копчу, я вообще чешую не убираю. Велю также. У Толяна вон чердак залазил, полный чердак. Рыбки вот такой тараночки. Все, быстренько чешуешь. Ну, пока свеженько, отлично снимается. Единственное, ножик надо, конечно, другой, филейный, там, понтонче, да поострее. Это как бы охотничьи ножи. У Толяна вот такой ножик, ребят, смотрите. И что такой нож? Наподобие, как у меня. Прорезаю полностью. Можно было голову, конечно, убирать. Не знаю просто, как буду рыбу делать, готовить. Если вешать буду, то вот глаза нужны будут. Голова. Жабры полностью вытаскиваем. Вот так. Хоп. И за ними уже все остальное. Все. Рыбка чистая. То бишь, сразу вот этим махом выдираю все. Ну, вот как-то так. Еськи, плотва, ребят, сегодня. Там пару окуней попалось, основная рыба сегодня вот такая белая. Ну, сорога, конечно, ребят, смотрите, какая сорога. Ё-моё, блин. Я такую сорогу, блин, не ловил, блин, в самом деле. Просто грамм 300, наверное, сорожена, блин. Чего ты? На, держи. Держи. Тебе специально тут взяли подъязочек. Плотвичка. Давай кушай. Хозяйка по тебе озаботилась. Специально набрала такую небольшую рыбку. Это, говорит, кошки. Давай кушай. Чисто на рыбе, ребят, живет, смотрите. Вообще ничего, говорит, не ест, кроме рыбы. Вот у меня дома две кошки у матери. Китикеты, там, вискосы, там вот это, которые стоят там как деньги, там, скажем, а рыбу не едят, блин. Хотя вот этого достаточно в доме. Ну, это привыкшая кошка, правильно я так называю. Любит рыбу. Рубала вообще душевно. Ребят, баня после тайги вообще классно. Да не то, что там потел маленько, там все равно. У нас много брызгаемся этим антикомарином от мошкары. Из-за этого вот все в пору впитывается и не дышит потом тело. Зачет. Опять заканчивается второй день, я здесь. Завтра опять на рыбалку. Блин, ну, ребят, ну и как объяснить словами? Мощно, мощно. Когда человек приезжает, допустим, даже с откуда, как я, да, вроде как будто та же республика, но 1000 километров влияет очень махом. И здесь ребята, они не понимают, что вот какая рыбалка может быть трудовая и так далее. Они у них просто вот они пришли,
Я сегодня, вот, когда приехал на Изя, ребят, я посмотрел, то, что стоят дети, жены, там, женщины, и они рыбачат. И просто стоят ведра, они наловили и пошли домой, понимаете, ребят? Ну это как бы не объяснить словами вообще. Здорово вообще. Отлично, отлично. Мы завтра туда, ребята, возможно, с утра. И по-моему, с утра, говорит, вообще будет просто пик. Не знаю, как-то так, родные. Я буду прощаться с вами. Всем хорошего настроения, хорошего просмотра, ребят. Спасибо, что со мной. Не забываем подписываться, родные. Ставьте лайки. Спасибо будет за лайки. Вообще будет огромное спасибо, потому что очень приятно. На связи. Рыбалка без приключений не бывает. Это то пустит или что? А, я думал, это шипит уже. А, вот это? Да, в карман сумку, вот смотри, готов. Сука же, Блять, аварийка не смотрит, Здорово! Толян, пиздец Ребята, просто. всем доброго вечера. Ты снимаешь? Поехали с Толяном мы сегодня на рыбалочку. За 100 с лишним километров получается. Колесо хлопнули так втихаря чуть-чуть. У нас колесико Всякое тут. бывает. Ну дорога, ребят, смотрите, вот такой Дорога, щебень. камни одни. Камнем колесо порезало. Вот с Андрюхой сейчас по-быстрому раз. Но колесо тоже, ребят, не живое. Вот видите, уже был момент здесь. Колеса здесь летят страшно. Щебень острый попадается. Но все равно медленно не поедешь, немножко надо разогнаться. Колесо вообще, парни, колесо вообще порезало напрочь. Вот, ну нам ехать еще до деревни, ты говоришь, да? Там 98? возможно поменяемся. 98 километров еще ехать. Ну как-то так, ребят. Хорошо, тут местные как бы с этим все в порядке. Остановились сразу. У нас домкратик не подходил немножко. Не подымало. Что, вроде все? Все вроде ровно. Погнали. Не-не, там еще рюкзаки. Пиздец, лишь бы до Шабарихи доехать. Ну да. Я все удаляюсь. Сюда добрался. Сейчас еще в эту едем. А, ждем, блядь, что? Здорово, ты что здесь? А? Ты что? Я грибы, короче, собирал. Ты что, один или с батей? Но сейчас такси должно подъехать. Такси? Да? Ты куда, в Хабариху? Нет? Домой, к нам? Да? Хуя ты, блядь. Ты ебать бухой, слышишь, брат? Резина, да? Сейчас посмотрим. Вот, ребят, Харзина река. Толян говорит, Харюс здесь водится. Ох, красавица. Нет, ты с той стороны сейчас посмотри. А следы, смотри, есть. Кто-то лазил. Вот она красота. Вроде с той стороны посмотри. Там что? Ты не с той стороны. Что, гонишь что ли? Потрогай то колесо. То потрогай, с другой стороны. Остановились посмотреть тут речку, вот Харюзина, и говорят, Толян. Классно. Классно. Ну следы, смотрю, да, кто-то лазил. Гуляли или купались, или что. Вот где Харюза надо ловить. Ну видно такая, да, интересная речка. Кстати, лес, ребята, вот допустим, я вот с юга приехал, в республике. Здесь лес совсем другой. Лиственный? Да, небольшие вот такое все. И лиственный, в основном лиственный. А так здорово, вообще красота, конечно. Вот здесь Харюс на этой реке. Чисто Харюс. Харюс, щука изредка хапает, а так в основном Харюс. Угу. Четко. Вон, смотри, какая она прозрачная, траву даже видно. Да, вижу, да, что чистая, конечно. Конечно, чистая. Куда мы несемся, да? Нет?
речка еле торчала, такая вода была большая. Все в воде было. Что мы путешествуем. Сейчас заехали в одну деревню. Ищем, короче, шиномонтаж, вроде тут деревня есть, и не нашли человека на рыбалке. Сейчас подъехали к человеку, возможно, есть запаска у него, даст. А так, ребят, смотрите, какие пейзажи. Вот там Печора идет. Здесь какая-то курья, баржа стоит. Козы, собаки, лодки лежат. Ну и вот дома, ребят, смотрите. Просто люди живут в таких местах, конечно, классно. Вообще, я сейчас нахожусь, ребят, я не знаю, сколько тысяч. 1500, наверное, дома. От своего дома родного. Ну, прикольно, классно. Здесь когда-то я не побываю в жизни. Да нет, конечно. Было суждено побывать. Спасибо Толяну. Собака привязана к такой барже. Старой. Вот здесь мотоцикл, ребят. Дорога. Такая деревня. Конечно, в шоке я. Ну, для меня вообще это, блин, мощно. Сейчас попробуем колесо найти. Нам еще 60 километров дергать. На вечерку уже не успеваем. Толян говорит, там такие окуни килограммовые. Чисто за них и едем Я туда. тебе там скину видео. Он, Не, он блогер. Ты знаешь такого? Илюх, завтра завезем тебя, потом во Спасибо, сколько да. будем ехать? Ты дома будешь? Все, ребят, взяли колесо запасное. Шиномонтажа не нашли, человек где-то на рыбалке. Тут мошки столько, ребят, как тут дети вообще живут вообще, это капец. Ну, понятно, что вот деревня стоит прямо на берегу. Но живая тоже деревушка, нормально. Попутешествовал, короче, нормально. Едем дальше, 60 километров впереди еще. Вон с Андрюхой едем, все еще едем. Колесо, короче, поменяли. И нам еще ехать. Вон Андрюха фигачит, я уже устал ехать. Вон братка едет за рулем. Андрю... Смотрите, какие болота вообще, просто мощные. Андрюх, как тебе места? Ты как ты говоришь, что тут по осени в Карелии ребят сидят как просто кучами, то это вообще жесть. Ну, понятное дело. Вообще диковшие места. Сейчас деревни были вообще. Но люди живут, ребята, люди живут вот в таких условиях и нормально не сочувствуют. Сейчас пообщались с местным, вот, по окнам вода была в этом сезоне. Вся мебель, все в хлам, но живут люди, понимаешь? Как-то вот так. Блин, ну это, конечно, вообще, блин, незабываемо. Четко вообще, я просто не знаю. Ну, я пока на эмоциях, третий день здесь и до сих пор отойти не могу, просто то, что я здесь нахожусь. Я не знаю, ну, чисто из-за этого вообще. Четко, конечно, вообще. Ну, мощно. Здесь быть надо, ребята, знаешь, даже по видео не объяснится по-любому. Мы сейчас остановились буквально перекурить. У нас башка вот начала Сожрала? просто начала поднимать. Очень много мелкой мошки. Аж в глаза везде лезет. Вообще жесть. Ну так в целом здорово, вообще классно. И чаще места, ребята, вообще. Круто. Кто здесь был, тот знает, да. Кто не был, вот, побывать, конечно, стоит вообще. Я чисто за это вообще. Блин, ну далеко, базара ноль. Север. Но это только середина еще. Север продвигается дальше и дальше. И там все лучше и лучше, да? Братский, согласись? Сейчас вот куда с Андрюхой едем. Посмотрите потом видео. Андрей выложит. Там такие окуня будут зачетные. Надо, едем за ними, короче. Едем по-любому за ними. Едем далеко. Вообще далеко, тут в цель мы едем. Едем на север, еще севернее, короче. Я уже устал рулить, вон Андрей сел. Андрюха едет. местах. Блин. Вот просто тут рядом. Блин, смотри, братан. Ай. Мне просто все сейчас взять спинники и идти надо. Слышь, уже все, я не могу. Тут такие крокодилы живут. Щука, да? Щука, хариус, да? Блин, смотрите, ребят, вот лесные речки здесь вот такие. Ну вот лес, да, лес, вот смотрите, такой. Интересно вообще. Толян сразу сказал. Толян, кстати, с наших мест, получается, с Сытских районов, там, Кайгородских, правда. Родом оттуда, и он знает тайгу нашу. А вот здесь вот такая, ребят, смотрите, интересно. Интересно, очень классно. И река, ребят, смотрите, чистая. Четко, такие камни. Мощно. Очень здорово. Вот дорога такая узенькая, по тайге протянувшая. Идет деревня, собирает. Вот. Ну, жизнь кипит, все равно люди живут.
живут и не уезжают. Детей растят, и нормально все. Рыбалка, охота, вот у них спасается вот этим, как бы, и чисто из-за этого. Толян тоже говорит, я, говорит, чисто из-за этого, говорит, не хочу уезжать отсюда, потому что здесь, да, братский, здесь тайга, здесь вот это все. Рыбалка, ну здесь рыбалка, ребят, бога, рыбалка бога, реально. Вообще клево. Вообще вот так. С экспедитором едет. Экспедитор сидит сбоку. Да, экспедитор будет сидеть. Это Леха, это наш уцелен. А те фуры не наши. Что все вместе? 4 штуки. Да что не везут? Болота вот такие шикарные, просто болота. Морожки вообще много. Толян говорит, морожки просто, говорит, зайдешь вот так сразу, говорит, в одном метре, говорит, ну, ведро 2, говорит, соберешь. Ее даже не собирают. Люди прям возле дороги собирают. А некоторые вообще не собирают. Но мы с Андрюхой очень далеко сейчас едем. Просто морожки Пятимана, я не знаю, прям. Конечно, сюда ехать, ну, времени надо, конечно, чтобы все это познать, пояснить, и самому посмотреть, попробовать, так скажем. Вот прям, ребята, прям. Связь появилась. Связь какая-то, да, есть. Идем. Пески, вот идут, вот такие дороги, песок, не знаю, тут после дождей, наверное, тоже тяжело, да? После дождей вообще не проедешь. Ну, на такой машине не проедешь. Угу. Тут они такие зыбучие еще, короче. Ну тонут колеса. Понял тебя. Да. А так с Андрюхой мы все едем. На время уже 8 часов, ребят, 40 часов едем. Ну, пока в деревню, пока колесо, час там забрал. Да. Тут уже часа 3, наверное, едем, сотку тянем. Вот так. Не 3 даже, больше едем по времени. Даже больше, ну да. Повернули мы вот, как по местному говорит, отвороточка, да? На лесную дорогу, да? Всё. Посмотрите, какие, ребят, просто, А ты заметь, Андрей, здесь уже бара идут, не как там. да. Смотрите, беломошники какие родные. Блин, тут белые грибы есть? Так тут и собирают, все сюда и ездят. Классно вообще. Да, ну лес такой, да, видно. Свойский лес здесь такой, непонятный. Маленький, невысокий и редкий такой. Насчет грибов все равно у нас в Кайгородке лучше. Ну да, там, конечно, у нас в Сысском районе по грибам, да, бывает так дает, что, блин, просто матрека стоит прямо на трассе, и вот у нас принимают да, грибы, да. и люди зарабатывают просто на моторы, на квадроциклы и так далее за сезон. Вот так вот. Я не знаю, я еще просто на канале не показывал мощный сбор грибов, но в этом сезоне как будто обещается хороший урожай. Так что, ребята, если еще походим, конечно, в любом случае. Ну здорово, классно вообще. Дико видно, что дико, ребят, смотрите. И самое, что интересно, вот едешь, ни фантика, ни бутылки не увидишь. Ни одной мусоринки. Вообще не в мусоринке, ребят, понимаете, то, что вот о чем речь? Не как у нас там, блядь, нагадят, накидают. Вообще, да, то и есть, это вот прям за душу берет. Там вычищаем, я стараюсь там тоже что-то почищать, ну как бы свои места там туда-сюда, а здесь вот просто, ребят, ну местные вот настолько уважают, походу, свою традицию, природу, и вот на самом деле, ребят, смотрите, вот там дорожка пошла, но ни фантика, ни вот не видно ничего, чисто, просто чисто. Это вот это, насчет этого вообще плюс огромный, наверное, я думаю, просто мощный плюс. Коля, что у нас здесь нету, блядь? Пол-9 мы добрались до места. Классное место, тут старая изба стоит, тут много балков, лодок. Люди здесь присутствуют на промысле, ребят. Печки вот тут старые. Красноголовик, ребят, смотрите, потухший. Грибы где-то пошли вон вроде. Вот еще красноголовичек, но уже темно.
Сейчас дойдем до берега, но это не наш обрыв, надо 800 метров еще пройти. Мошки, ребят, просто жесть. Жрут так, что, блин, мама родная. Ну вот лес такой, ребят, видите? Все, леса больше нет. Такая средняя тайга. Ну, листьев много всякого вот. Есть свинцы, их очень много. Нам дальше надо пройти. Дальше, да? Поздно набрались. Ну, порыбачить, наверное, не получится, блин. Ну, с утра порыбачим тогда. Мощно. С 3 часов, ребят, мы набирались, получается, 9 часов. Блин, да. Далеко, тяжело, и плюс колесо у нас. Не знаю, попробую. Ну, здесь, ребят, медведь на медведей. Здесь очень опасно. На самом деле. Взяли ружье с собой даже. Потому что не чисто там какой-то охота закрыта. Но медведь, ребят, вот лежит в траве. Вот ночью он здесь весь. На таких полях. Вот поле. Очень опасно. Медведя здесь, ребят, вообще как грязи. Ну, как бы разговаривать с ним тоже потом неохота. Что ему доказывать? Не знаю. Ну вот так вот, ребят. Смотрите. Вот это все медведи. Вот ходят. Вот ходят. Они бродят вот здесь, вот в таких местах. По траве. И спят вот ночью вот здесь. То бишь не в лесу под елкой, как все задумано это. А вот именно что на поле. Это очень аккуратно. Андрюха, Да? надо этот пустей перейти еще. Мы на берегу. Смотрите, ребят, старая изба. Дедовская какая-то была. Вообще старая. Охренеть. Ну, видно, туалет, походу, был. Или сарайка какая-то. Ну вот она была, изба. Вот она стояла. Здесь. Ну, промысловые места, ребят, здесь. Я имею в виду такая рыба, как семга и так далее. Да, старая, ребят. Смотрите, какие гвозди. Ё-моё, эти гвоздям, блин, вообще сколько лет. Сейчас посвечу, ребят, специально. Вон, смотрите, ребят. Самодельные гвозди. Какая-то сарайка была, да, дровяничок типа. Ну, под инвентарь какой-то. И изба была старая. Развалилась. Ну, тут не зря хорошие места, не зря сюда ехали. Все есть. Рыба, зверь и медведь. Видите, ребят, медведь свежий вообще. Только-только прошел недавно. Ну, ружье взяли, говорю, на всякий случай с собой. Фу. Да, чисто, ну, как бы, не знаю, воздух шмальнуть, еще что-то. Аккуратно надо здесь быть. Ну что, ребят, здесь сегодня будем ночевать, походу, потому что метров 700 нам надо будет до берега идти еще. С Толяном решили не идти. Обзваниваемся через машину, вот. Хорошо есть магнитола, и вот через нее вот связь еще берет. У меня вообще Теле2 не ловит, а вот МТС местный еще через антенну берет. По продуктам, ребят, 0, вообще 0. Взяли прикормки немного, я вот что брал. У нас здесь картошка есть, лук. Все, ребят, думал, рыбу поймаем, ну, сделаем муху. В конце вот так получилось. Не знаю, сейчас, возможно, сделаем костер, отварю картошки, ну, точнее, запеку. Хоть поедим с Клемом. Просто реально я не думал, что вот так получится. Темно уже. Разговариваю тут с местными. Ну, места здесь, ребят, бомбовские. Поспим, наверное, до часика, может, до 2, и пойдем в бой на рыбалку. На здоровую, мощную рыбалку. Посмотрим, как сегодня, не знаю. Дорогу мотала вообще реально. Блин, это щебень вообще. Машина просто едет вот так, как она плавает. Очень опасно, конечно. Хочешь разогнаться и начинает ее мотылять. Пробили колесо. Прошу прощения, мошка, ребят. Даю вздохнуть, сразу налетает. Капец. Ну ладно, сейчас надо картошки сделаю. Покушаем и нормально.
ребятки, как и получилось. Костер делаем, у нас медведь. Вот на поле стоит. Не на поле, за полем он получается, за полем. Они любопытные, ребят, сами лезут сюда, За получается. полем, вот за эти деревья. Да не видно, не видно. На камере вообще ничего не видно. Она не снимает, да, ночью не видно? Нет, конечно, темно. Слышь, ну, блядь, столько медведей, что-то неприятно вообще, пока даже вообще. Картошку печь будем, так они вообще сюда залезут, блин. Я хуяк смотрю, блядь. Понял, какие патроны? Медведи, блядь.